Давным-давно жили-были отец и 11 сыновей. Собрались они в лес промышлять белковать. Послал отец старшего сына к плотнику. «Плотник, добрый плотник, поработай на нас. Сделай ты нам лодку на 12 человек. Засмоли ее так, чтобы она была похожа на черного ворона». И добротно он сделал, и быстро. Послал среднего сына к кузнецу. «Кузнец, добрый кузнец, поработай на нас. Скуй нам 12 топоров, 12 ножей и 12 штыков». Послал он меньшего сына к котельнику. «Котельник, добрый котельник, поработай на нас. Сделай нам котел на 12 человек». Все снесли к реке, сели в лодку и поплыли вниз по течению. Поплывут они вниз по Емве реке, поплывут они вверх по Высеве реке. К своей стоянке прибыли, вещи перенесли в чем, лодку вытащили на берег, зачем им опрокинули. На другой день пошли в лес поохотиться. Много шкурок, дорогих мехов напромышляли, а на следующий день, как встали, отправили 6 сыновей в одну сторону. Отец сам и 6 пошли в другую сторону. Исходили лес, вдруг навстречу шасть, большой емвинский медведь. «Люди добрые, кусь лебеди, я, говорит, вас всех проглочу. Если ен судил так, отвечают, проглотишь. Если ен не судил так, все обратно опрыгнешь». Он раскрыл пасть и всех проглотил. Вернулись отец и младшие сыновья, опять с богатой добычей. Сварили ужин, поджидая остальных, но никто не пришел. Назавтра встали и говорят: «Пойдем поищем их». Отправились на поиски, исходили весь лес. Вдруг навстречу шасть, большой весевинский медведь. «Люди добрые, гуси-лебеди, я вас всех проглочу. Если ен судил так, то проглотишь. Если ен не судил так все обратно опрыгнешь». Он раскрыл пасть и всех проглотил. У матери остался на руках малыш. Он подрос, и мать свою начал спрашивать: «Мама моя, матушка, был ли у меня когда-нибудь родной отец?» «Был, сынок. Было у тебя 11 братьев, отец 12-й. Все они отправились в лес промышлять белковать, да куда-то сгинули. Не слыхать ничего о них, нет вестей от них». Пошел молодец к плотнику. «Плотник, добрый плотник, поработай на меня. Сделай ты мне одноместную лодку. Засмоли ее так, чтобы она была похожа на черного ворона». К кузнецу отправился. «Кузнец, добрый кузнец, поработай на меня. Скуй мне один топор, один нож, один штык». Пошел он к котельнику. «Котельник, добрый котельник, поработай на меня. Сделай ты мне котелок на одного человека». Все снес к реке, в лодку сел и вниз по Выме реке отплыл, вверх по Высеме реке поплыл, прибыл к самой стоянке, вещи в чем погрузил, зачем заглянул, лодка там опрокинута. Ох-хо-хо да ох-хо-хо, там написано: «Это лодка отца и 11 сыновей». Вот оказывается, где они были. Зашел в чем, кругом соболи, бобровые шкурки, дорогие меха. Вот вся добыча здесь. Отправился на охоту, поохотился на белок. А вернулся, кто-то ему все испек, сварил и на стол накрыл. Вот так диво, кто же мне все испек, наварил? Нигде никого нет. Вышел в сени, покажись мне ради ена ты. Кто испек, наварил и на стол накрыл? Коль моложе будешь мне сестрицей, если старше будешь матерью, а ровесница будешь не женой. Никто нигде не отзывался, дверь открыл, стоит красавица-девица, взял ее за руку, в чем избу завел, и сказал он девице: «Будь мне женой». Отправился на охоту. Вдруг навстречу большой емвинский медведь. «Добрый человек, лебедь, гусь, я тебя, говорит, проглочу. Если ен судил так, проглотишь. Если ен не судил так, все обратно опрыгнешь». Широко свою пасть разинул, а молодец штыком проткнул пасть. Тут медведю смерть наступила. Снял шкуру, видит больно велико медвежье брюхо. И чем это оно объелось? Ну-ка, спарю медвежье брюхо. Спарил, а там 6 братьев лежат. Только пара от них и идет. Ох-хо-хо да ох-хо-хо, собаки вы, собачий род. Как-то вы охотитесь, промышляете. Тут живой водой откропил от них, брызнул раз, шевельнулись те. Другой раз брызнул, встали. Ох-хо-хо да... Сколько ж мы спали, а не будь меня, вы бы вечно здесь спали. Они возвратили чем, уже добыча в чем не вмешался. Завтра молодец идет снова на охоту.
Ходил, бродил, большой невинский медведь повстречался. Добрый человек, лебедь-гусь, я тебя проглочу сейчас. Если ен судил так, то проглотишь, если ен не судил так, то все обратно обтрыгнешь. Пасть раскрыл, проглотить хотел, а он штуком проткнул пасть и убил медведя. Снял шкуру и опять великого медвежье брюха, спорол живот, а там отец с 5 сыновьями. Пар идет от них, взял живой воды, да раз брызнул, зашевелились. Другой раз брызнул и встали. Ох-ухо да ох-ухо, долго мы здесь спали. Не будь меня, вы бы вечно здесь спали. Тут пошли ни к чему, лодки к реке сквалили, отправились домой, возвратились к матери 12 сыновей, 13-й отец, может, и сегодня живут.